Я Порфирова Римма Витальевна, живу в селе Янтиково Ятьского района. Закончила художественно-графический факультет ЧГПУ имени Яковлева по специальности изобразительного искусства. С 1991 года я работаю в детской школе искусств преподавателем по классу ИЗО. Провожу такие занятия, как рисунок, живопись, композиции, а также роспись по дереву. Сейчас я вам представлю мастер-класс по узорам городецкой росписи. В росписи я использую разделочную доску. Для этого эту доску закрашиваю желтым цветом, так как в старину использовали отвар луковой шелухи. Для окрашивания рисунка используются акриловые и гуашевые краски. Особенность городецкой росписи – это изображение животного или птицы в центре композиции. Доски я ставлю сначала точку, провожу линию сначала на себя, потом увожу от себя, и получается у нас туловище птицы. Этапом рисую крыло этой птицы. Вот этот контур крыла все заполняю зеленым цветом. Пока мы еще не закончили, у этой птицы голова у нас небольшая. И этот контур тоже заполняем все черным цветом. Этот этап у нас называется подмалевок. Черным же цветом я рисую ногу в виде дужек. Вот у нас получился петух. У петуха пышный и яркий хвост. Для этого используем два оттенка цвета. Использую более темные краски, бордовый. В городецкой росписи используются еще цветы. Розан выполняется розовым цветом, а купавки синим. Купавку мы сейчас закрашиваем голубым цветом, можно даже синим цветом. Следующий этап у нас теневка. Для этого используются более темные краски. Бордовый цвет используется и синий. Здесь у розана центр находится в середине цветка. А у купавки он смещен влево или вправо. А здесь я использую вот здесь. Лепестки цветов имеют форму полукруглых дужек. Цвет дужек совпадает с цветом центра цветка. Следующий этап у нас оживка.
Для оживки используются белую и черную краску. Сейчас мы оживляем петуха. Завершить работу занимает много времени. Постарайтесь и вы расписать городецкую роспись. После завершения работы покрываем бесцветным лаком. Желаю творческих успехов!